Привет, я олененок Олли, символ смарт-библиотеки. Сегодня в рубрике «Четыре лапы, один хвост» о животных улусах Якутии расскажу об Анабарском национальном Долгано-Эвенкийском улусе. Это герб Анабарского, самого северного арктического улуса Республики Саха-Якутия. Его территория охватывает по большей части тундровую зону, прилегающую к Северному Ледовитому океану. Основным традиционным занятием местных жителей является оленеводство. С древних времен сохранились изделия из кости оленя, утварь, относящиеся к 17-18 векам, на которых изображен оленный человек. Анабр, юкагирское слово «ану», «анаул», означает «река». Речная сеть территории Анабарского улуса принадлежит бассейну моря Лаптевых. Главной рекой является Анабар, длина которого составляет 939 километров до мыса Крест. В бассейне реки Анабар свыше 22 тысяч озер с общей площадью зеркала воды 1513 квадратных километров. Коренное население улуса представлено малочисленными народами севера – долганами, эвенками, эвенами. Всего на территории улуса имеется два населенных пункта – село Саскалах и село Үрюнхая. Уникальность села Үрюнхая заключается в том, что оно является единственным поселением компактного проживания самых северных тюрков страны – долганов. Погода и климат в улусе исключительно суровые. Основу экономики составляют оленеводство, промысел дикого оленя, белого песца и рыбы. Улус имеет самую значительную охраняемую площадь в республике – 79,8% административной территории, что способствует охране растительного и животного мира арктического региона. Сеть Ытык-Кере-Сирдер включает территории традиционного землепользования коренного населения – долганов, эвенков, эвенов, юкагиров. Благодаря природоохранным мероприятиям, природная среда большей части территории улуса сохранила свою первозданную чистоту. Для обогащения биоразнообразия ООПТ проведена акклиматизация овцы быка. Они были завезены в улус в 1997 году и выпущены у Анабарского залива и кряжа Прончищева. Кряж Прончищева – возвышенность в северо-западной части Якутии, близ побережья моря Лаптевых, между устьями рек Анабар и Оленек. Свое название кряж получил в честь русского полярного исследователя Арктики, морского офицера Василия Васильевича Прончищева. В улусе ведутся рыболовные работы, зарыбление рек и водоемов ценными видами рыб. Животный мир Анабарского улуса. Многие из них занесены в Красную книгу Якутии. Млекопитающие. Белый медведь. Самый крупный наземный хищник, который ведет бродячий образ жизни в просторах Арктики. Морской заяц является самым большим видом тюленей, проживающих в Арктике. Белуха. У белух хорошо развито зрение как под водой, так и над ее поверхностью. Вес взрослой белухи может составлять около 1,5 до 2 тонн. Нарвал. Самцы нарвала весят до 3 тонн, а самки обычно до тонны. У этих животных нет спинного плавника, обычного для большинства морских обитателей. Зубов у нарвала всего 2, и один из них вырастает, превращаясь в бивень. Овцы-бык – исчезнувший в Якутии вид. В 1997 году вновь появился на территории Якутии, когда из Канады были доставлены первые особи для реакклиматизации. На данный момент особи хорошо прожились, и их поголовье начинает увеличиваться. Птицы. Белоклювая гагара. Ее вес может достигать 6,4 килограмма. Птица моногамна и образует пару с одним и тем же партнером на всю оставшуюся жизнь. Вид включен в список подохранных мигрирующих птиц и находится под защитой в некоторых арктических заповедниках. Черная казарка. Максимальная продолжительность жизни черной казарки до 27 лет, но обычно живет около 19 лет. Краснозубая казарка создает пары на всю жизнь или до того времени, пока один из них не умрет. Даже во время перелетов они всегда держатся вместе. Если кто-то из супругов погибает, второй самоотверженно защищает его труп несколько дней.
Малый лебедь. Самый маленький из всех лебедей. Длина тела у него 115-127 сантиметров. Размах крыльев 170-195 сантиметров. Вес 5-6 килограммов. Оперение белое, клюв черный с желтым пятном, у основания лапы черные. Клоктун. Одна из самых красивых заметных уток России. В ее весеннее оперение видны все цвета радуги. Сибирская гага. Миниатюрный представитель других гаг. Размер ее тела не превышает полуметра, а размах крыльев достигает в среднем 75 сантиметров. Вес некрупных самцов колеблется в диапазоне 700-1000 граммов. Самки же еще мельче – 400-700 граммов. Синька – прекрасные ныряльщики. Они легко уходят под воду на 30 метров. Кроме того, они даже умеют плавать на глубине, гребя крыльями. Кречет – самая крупная птица из соколов. Общая длина тела кречетов достигает 60 сантиметров, а размах крыльев – 135 сантиметров. Сапсан – самая быстрая хищная птица в мире. Наивысшая зафиксированная скорость – 389 км в час. Грязовик – редкая евроазиатская северная птица. Размер тела – 16 см, длина крыльев – 10-11,5 см. Вес достигает 30-50 граммов. Белохвостая чайка. У этого вида чаек величиной 33 см сильно раздвоен хвост. Края крыльев сверху черного цвета, а сзади на каждом крыле белый треугольник. Розовая чайка. Одна особенность розовой чайки в том, что, почувствовав приближение зимы, птица улетает не на юг, а в противоположную сторону, в бескрайние широты Северного Ледовитого океана, что когда-то было связано с теплым течением Гольфстрима, а теперь скорее по привычке. Гольфстрим – это мощное струйное течение шириной 70-90 километров, распространяющееся с максимальной скоростью до нескольких километров в секунду в верхнем слое океана и быстро уменьшающейся глубиной. Рыбы. Рыба Нейма – крупная промысловая рыба, достигает 130-150 см в длину и весит до 14-15 кг. В этом выпуске вы познакомились с природой и животным миром Анабарского улуса. С вами был Олли. Пока! До следующего выпуска рубрики «4 лапы, 1 хвост».